Итак, снова с вами скрытая камера. Просто подумал, так камеру поставь. Вот мне тоже надо, я хочу камералар алырга. Белекегина, не мете ваталали GoPro, мы не можем. Все вмещаемся здесь? Сейчас мне надо посмотреть. Нифига, откатушки. Все смотрим сюда. Я всегда с собой ношу видеокамеру. Да, я даже по утрам же шла. Вот так правее надо. А давай поставь правее. Мы специалисты не хотели. Кофе север, не север. А вы откуда друг друга знаете? Зарина, что ли? Ну, Зарина, это Хинтуан. Да ты что? Да, так. У меня пятерка самая идеальная. Одно яблоко сажал Андрей, другое яблоко укатилось. Сколько осталось яблок? Шуай, Матис, да, давай шуай. Потом ты на меня переводишь, да? А конец шайбы тайны, да? Давайте тогда. Давай. Раз, два, три. Так классно провели время. Может, ко мне поедем? Угу. А конец шайбы тайны? Квак. Извините, да, еще раз. Ты вообще сам стрёмный! Кто хоть в такой зеленой стрёмной куртке? Ладно, давай вот это оставим. Давай Сейчас меняемся. меняемся. Круговорот людей в Матизе. Матис тонированный. А кто? Он еще тонированный. Ни снаружи ничего не видно, что тут внутри происходит. Вообще обожаю мой Матизик. Ой, у меня уши замерзли, давайте быстрее. Закрывайте дверь. А что, я же сажусь? Ултрам, Удар! Это как мотоцикл на колесах. Что ты обзываешь мою машину? Это вообще-то этот элитный автомобиль. У моей мамы У него автомат. Ты знаешь, что он автомат? Вот, а там реально. У моей мамы тоже был когда-то Матис. Она хотела автомат, но в итоге у него была механика. А у меня вот автомат. Че, Айгузаль, ты бы ездила на таком Матизе, если у тебя парень был на таком Матизе? Ты посмотрел на него? Давай честно скажи. Конечно. Нет, ладно. Я так и знала. А ты, Зарина? Вот, Не знаю, я посмотрел бы. я бы тоже посмотрела. Харагдали. Видите, что, какие девчонки сейчас пошли, меркантильные. Вот если парень на Матизе, прикинь, бунта даже Нет, а чё мы в себя вкладываем больше, чем этот Матиз? Мы в себя вкладываем больше, чем этот Матиз. Ты не забывай то, что ты ее машину сейчас оскорбляешь, сидишь. Вот ты! Представляешь, Азамат? Я в шоке просто. Я тоже в шоке. Вот такие вот хазарги девчонки. А вот мы в свое время не были такими меркантильными. Бізге хоть атмынан келгендер біз қуанышып санаға отырып кетейік егет киген деп. Атынан келер, мы тоже қуанырмын. Угом. Уғым. Значит, аттары бар, значит, бай егет. Ой, у меня уши замерзли. Давай, Зарина, быстрее снимай. Ничего не надо, вы как будто сейчас там несколько секунд кадра, чтобы показать, что это Матиз. Ты, Айгузаль, закрывать начинаешь, когда раз, два, три, тихо. Раз, два, три. Чем ты собираешься там потом заниматься, раз закрывают окно? Ну ладно. А как будто кино снимаем. Бля, я без ушей останусь так. Холодно. Два, три. Все, выходите. Хватит бензина бутырга. Экономия должна быть экономной. Свою сумку забрать надо. Луи Битон. Это меня хайнямдың сумка, между прочим. Я его свекровь специально забрала, чтобы войны снимать. Я снимала смешные вайны, и это смотрелось очень интересно, смешно, да. А сейчас вот я не знаю, в каком формате мне снимать вообще вайны. Потому что я похудела и поняла, что похудевшие смешные вайны нифига не смешные. Вот что теперь делать мне? В каком формате теперь мне снимать вайны? Короче, я буду делать или пирог-курник большой, или же маленькие такие курники. Пока что я не решила. Я вот уже сделала тесто рано утром. Вот. Только что-то у меня тесто квадрат келепсоқан. Вот, опять бертап тесто сделала. Ну, что-то это жестковатое. И тут я уже
Поставила размораживаться куриный фарш. Он у меня ни хрена не размораживается, что-то только. Что за фигня, что он не размораживается? Блин, я, конечно, хочу преобразить свой блог. Хочу какие-нибудь новые рубрики запустить. Ну, не знаю, какие опять-таки рубрики новые запустить. Мне уже вот это все старое. Один день со звездой, Темли Томат, Голая правда. Вот эти мои рубрики уже мне надоели, честно говоря. Я хочу что-нибудь новенькое. Вообще надо всегда придумывать что-то новое, креативить. Это же вообще очень интересно же. Я вообще все люблю новое, люблю экспериментировать. Ну, блин, опять-таки не знаю, что придумать. Тур в Стамбул. Вот думаю, продолжить, что ли, эти туры. Ой, мы так вообще круто там время провели. Это как этот, марафонцы бежали, бег как будто у нас был. Вы это слышали? Это мои груди так делают, потому что они пустые. Там одна кожа осталась. Жир ушел. Оказывается, в грудях-то жир только. Представляете, больше ничего нету. Мяса там нету. Там только жир, оказывается, в грудях. И прикиньте, когда я похудела, груди опустили. Осталась одна кожа. И когда я сейчас прыгаю, вот такой вот звук издается. Представляете, хлюпает. Офигеть, да? Офигеть, какой стрёмный звук. Это вообще капец. А вы что думаете, я просто так, что ли, собралась операцию делать? Увеличивать свои груди? Не, я увеличивать, конечно, не буду, как вот такие бетоны делать не буду, конечно. Я хочу более-менее такие нормальненькие, такие, чуть-чуть вот так вот. Ну так вот, я хочу сделать в таком формате опять тур. Я думаю, может, в горы, что ли, пойти, с какой-нибудь развлекательной программой. Горы, плюс там, я не знаю, там какой-нибудь, может, коуч со мной поедет, там, мотиватор-коуч какой-нибудь. Или, может быть, там, какой-нибудь там, я не знаю, специалист там в своей сфере, допустим, ораторскому искусству, кто учит, допустим, да? Может, кто-то хочет научиться публично выступать. Я тоже, кстати, хочу научиться публично выступать. Кто ведет тренинги, интенсивы по ораторскому искусству, кто преподает ораторское искусство, дайте, пожалуйста, меня знать. Напишите, пожалуйста, мой рекламный аккаунт. Основной, пожалуйста, не пишите. Берем 2 листа, мажем подсолнечное масло. Хуторганцы, сразу начнем. Я всегда готовлю по 2 листа пирога. Жестко замесила, с мукой переборщила. Шап. 1 лист готов у нас пока что. Блин, если бы вы знали раньше, когда я в пельменном цехе работала, да сколько я раскатывала вот таких вот пластов. Целый день вот так стоишь, да, по очереди раскатывали вот такие вот пласты теста, потому что тесто-катальной машинки не было в то время. Мы катали все вручную. Там даже руки, знаешь, какие накачанные у нас были. У нас даже вот тут вот мускулы были. Представляете? Смотрите, сколько начинки. Охренеть. Целый класс. Чем жирнее, тем вкуснее, я считаю. Я так считаю. Ну, конечно, чем жирнее, тем вреднее. Чем вкуснее, тем тоже вреднее, я считаю. А нет, хотя есть ПП-блюда, которые очень даже вкусные. Я прямо готовлю это все с любовью, да, и когда люди не едят мою выпечку, я прямо воспринимаю это каким-то оскорблением. Да? Я прямо даже обижаюсь. Я говорю, какого черта не кушаете, нямбаша? Я столько готовила, я столько сюда любви вложила в этот пирог. Засунула столько любви внутрь, снаружи. А вы не кушаете. Меня обидно на самом деле. Мне кажется, все женщины такие обижаются. ВКонтакте, короче, газета «Башкортостан» выложила пост про меня о том, что я типа вот с одним мальчиком, учеником Искандером встретилась, гимназистом, с ним провела время. И там, короче, одна женщина оставила комментарий. А когда я позвонила ей и попросила встретиться с моей дочерью, когда мы приехали в Уфу, она отказалась встретиться с моей дочерью. Менин баландын куд яши раништере тушшун. Типа из-за того, что дочка ее плакала, пускай слезы ее дочери ко мне вернутся горем каким-то, бедами ко мне вернутся. Ну типа такого, я так перевод понимаю. Менин кадымдын куд яштере раниши тушшун милаушеке. Я просто в шоке от таких людей. А этот человек вообще задумался о том, что мне в день несколько раз с такими просьбами обращаются люди.
Мне и в Инстаграм пишут с такими просьбами. Мне ВКонтакте пишут, мне в Ютуб пишут, мне в Телеграм пишут, мне названивают. А этот человек не задумывается о том, что у меня WhatsApp вот такой вот полный с такими сообщениями, да. Милюша, мы хотели бы с вами встретиться. Мы приехали оттуда-то, отсюда-то, вообще с крайнего севера, с Антарктиды, с Лас-Вегаса, я не знаю откуда. Это уж я преувеличиваю, конечно же. Там, приехали, да, и хотим с вами встретиться. Я должна, значит, все свои дела бросить. Свои вот эти пироги, значит, я должна бросить, да, и помчаться навстречу. Чтобы этим людям было приятно. А у меня у самой личной жизни ни хрена не должно быть. То, что я занята, это никого вообще не должно волновать. Получается так. Я должна уделять им время, ихним детям. А себе и своему ребенку я не должна ни хрена, значит, уделять. Надо с другим встречаться, потом встретиться, потом четвертый будет обижаться, скажет, а с этим встретился, а с этим не встретился. А, значит, на этого ребенка у него времени было, а на моего, видите ли, нет. И давайте все начнем, да, отправлять мне проклятие. Все давайте начнем отправлять мне проклятие. Раньше, курья старый, ты жир меня уже, потому что она не встретилась с моим ребенком. Вот кто так пишет? Вы не задумывались о том, что наоборот к вам вот это вот Ряниш вернется, а? Потому что вы же, между прочим, просто так сидите вот на ровном месте, проклятие посылаете. Вы не думали о том, что это к вам очень плохо, плохим образом к вам вот это все вернется? Потому что вы просто так человека проклинаете. Короче, я тут вспомнила, как я раньше ела пирог с майонезом. Я любила же пироги вообще есть с майонезом. И решила вспомнить свою прошлую жизнь. О, бляха-муха, что я майонеза переборщила. И чеснок. Как я давно чеснок не ела. И пирог с майонезом. Офигеть вкусно. Блин, я знаю, что мне будет плохо до старта. Но я прямо не удержалась. Пирог прямо с майонезом и с чесноком. Я раньше всегда так ела. В последнее время мне же майонез не шел. Я даже салат начала заправлять сметаной. Но сегодня прям не удержалась. Прямо какая-то потребность какая-то была. Ой, чеснок просто офигительный. А чеснок я тоже не могла есть, потому что у меня желудок начинал гореть. Сейчас я поем чеснок и выпью таблетку. Круто. Как хорошо, я вот на пассажирском сидении. Вот дурак, блин, зачем я раньше не купил машину? Один, оказывается, это кайф просто. Так что, друзья, покупайте своим женам машины. Вот. Пускай они ездят. А вы днем, а жены ночью ездят, пускай. Ну, я крепко не пью, кстати, друзья. Я не любитель. Я... Ну вот туанку грейнда и все, потом после этого я же не пью и пить-то не буду долго-долго. Крепкий спиртной я пью только с мужиками, нормальными мужиками крепкими. Вот крепкие мужики, крепкий спиртной напиток. А когда с женщинами, только пиво легкое. Ни в самолете, друзья, ни где-нибудь я никогда заранее не употребляю. Потому что в самолете вообще капец потом плохо становится. Чё? Вот ты алдахся. Не. В смысле не я? И даже в самолете употребляешь? Когда? Таиланд. Это один единственный раз, потому что народ не был в самолете, и мы решили и поспать. Поспать. Это чуть düşürüp kaldırman на самолете. Да, чуть там остановку самолет не сделал.
Митово открылась новая школа, буквально месяц назад, прикиньте, большая, огромная школа. И здесь есть свой ночной клуб. Барыня Лиана, которая вот этот вот поселок весь построила, она специально открыла здесь ночной клуб. Вот он, Миллениум называется. Ну, я называю это ночной клуб, но действительно тут проходят все тусы. Местным вообще очень хорошо. Они приезжают сюда, тусят, караоке поют, спиртные напитки употребляют, дискотеки здесь проводятся, всякие праздники проводятся. Вообще очень хорошее, интересное место. Видите, вот караоке-клуб. Вот, друзья, ты блогер, ради которого мы приехали, знаменитый Азамат Айталиев, который хейтит все рестораны. Очень интересный чувак. Вот, у него фотосессия. О, хозяйка Миллениума поет. Сейчас я ее засниму, если разрешат вообще. Опа, да, такие люди! Привет! Привет! О, шикарно выглядишь! Привет. Лена, можно тебя поснимать? Со всех сторон, обновленная башкирская домохозяйка, прошу любить и жаловать. Никто ее не узнает, она теперь может хоть куда ходить. Как вы очутились в нашей Я сам не знаю, вот она меня загнала куда-то сюда, вот это. Стоите со мной в Таиланде, мне, как сказать, там, лично и вот массажер, так, да? да. И она поезжает в нашу деревню. Я как, какую? Наша деревня? Ну, это же У деревня. меня, кстати, тоже здесь дом есть. Да? Чё, да. Завидую. Завидово тоже, да. Вот, а мне В еще... смысле, Лена, ты А, его это... Да, вот участник теперь канала, наш, что ли? да, наш. Какой Прикиньте, Дундар, представляете, мы Лияна уже Критик, подарила участок самому Россия. Азамату Да, Айталиеву. поэтому я буду Прикиньте, всех вас критиковать. Скоро здесь построят дом и будет критиковать наши местные рестораны, Да. кошмарить их будет вот так. Поэтому бойтесь все. Хочу вам сделать обзор на караоке-клуб в Миллениуме парке. Вот смотрите, здесь большой экран, здесь люди поют, веселятся, столики есть, кухня, я сказала уже, очень вкусная здесь. Посмотрите, сейчас обзор будет. Это мой муж. Да, это мой муж. А я уже не сказала, вот хотел уходить от тебя. Короче, Дундар сейчас будет петь Диана, хозяйка Миллениум парка. Хочешь, я завтра же прилечу, но пока не знаю как. Я с тобой спорить не хочу и доказывать что ты. Хочешь, я завтра же прилечу, только где не самолет, только где не самолет, только где не самолет, только где не самолет. Она не только крутой бизнесмен, Дундар. Послушайте ее голос. Это офигительный голос. Прикиньте, бизнес-писец поет так. Это просто фантастически. Вот этот артист не может перепеть. Я тебе принесу, это твои самолеты, это твои самолеты, это твои самолеты. Слышишь, нет? Чё вы меня здесь снимаете, как школьница, я здесь внизу, осадки до полета принесут тебя на хвосте. Эти твои самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны что-то принесут тебя на хвосте. Эти твои самолеты. Этот вот участок, это твой, как раз Айталиева. А вот этот участок Милюша второй хочет взять. Альберт, Рядом соседка твоя. Альберт. Ты хочешь соседка моя быть? Да, я же сказала, соседкой буду. Не, ну тогда надо тебя разводить с мужем. А, ну все. А муж Пополю. не будет? Не, он у меня не Ну, ревнивый. всё, тогда будем ходить без трусов. Альберт, Нет, без трусов нельзя. Альберт, Ну там что, рода. какая разница, никто не Альберт, посмотри на участок-то. Все, вот этот участок. Мына, Вот видишь? который Афрема, этот, Да. Вот там Лиана. прям вот здесь вот. Да. А здесь лес и здесь лес. Здесь, Со всех Давай этот, а здесь я буду сфоткаем. без А тут трусов. я. Сфоткаем и А тут этот. как раз Айталиев без трусов бегает.
Если хотите увидеть, как бегает Айталиев без трусов, Не друзья. забудьте быстренько Да. сказать. Быстренько участок Завидово Вилледж алып қалығы доктор. Знаешь, который у нас... Рустам Набиев даже, прикиньте, шунда алған участок. Анвар Нургалиев алған. Қазір мына Айталиев. Онда вообще грандиозный поселок скоро ты Два с чем-то. А, 2 уже, нифига. Альберт, ну правда, посмотри, Я шуны. уже увидел. Якин Курдың барып қараға. Мне нравится это место вообще. Скоро начнется стройка грандиозная в Завидово Вилледж. Там коммерция, Валберес, Озон, так что ценники будут минимум 1 миллион, так что имейте в виду. Имейте в виду, доктор, мен келгенде вақыт үйленбейтін, что в Завидово Вилледж у нас есть два участка, и там все знаменитые артисты уже закупаются вовсю участками. Так что, доктор, у вас тоже есть возможность там приобрести участок. Как раз таки Ильяна хочет там еще вот такой же караоке-бар сделать, магазины, пятерочки открыть, и очень много знаменитостей уже на данный момент приобрели там участки, и как раз таки доктор, анда самый нормальный хакка можно Матур, Урман, Эргенде, алынған участок, имейте в виду. Скажи, зачем тебе любовь моя? Зачем тебе весна моя? Надо мне скажи, скажи, зачем тебе мечты мои? Зачем тебе все сны мои? Прошу тебя, не нужно лжи. Так устала я ошибаться. Скажи, зачем тебе мечты мои? Зачем тебе все сны мои? Прошу тебя, не нужно лжи. Дорогие друзья, хочу пожелать самой большой, огромной любви. Потому что любовь — это самое прекрасное чувство на земле. Если вы любите, значит вы счастливый человек. Вы можете любить друзей, детей, конечно же, любимого. И спасибо, что любите нас. Спасибо, что приезжаете. Вас очень любим. Все смотрят писку мою. Ну и что вы смотрите? Я там тёк в каждом видео, как говорю про свою писку. Да это вы больные орудия. Те, кто только на это и смотрит, как сказать. Только туда смотрит, куда не надо. Я показываю, как я отдыхаю. Ну, видите, я в трусах. Ну, и понятно, на мой в чем надо? Ну да. На мой же ходит, как сказать, в трусах. Не без трусов же. Ну. Я вот и снимаю. А потом очень люди много не знают, вот особенно те, кто осуждает нас, вот блогеров всех, они не знают жизнь настоящую, как человек добился. Вот на моем видео, вот эти, послушайте, я все рассказываю про свою жизнь. Я Нате сейчас, рассказывать, что я. Вот. Просто нужно не бояться и нужно, как сказать, к этому относиться по-другому. И тогда жизнь будет просто суперской. Поэтому советую, вот, просто всем блогерам, вот, не пиздеть. Это самое главное, потому что очень много блогеров, какой накручивает себе подписчиков, какой начинает себе, вот мы звезды, посмотрите. Сейчас, дорогие друзья, узнаем, сколько стоит лук Азамата Айталиева. Вот так, Да. Куртка. Куртка. Это Версачо. 300 тысяч Версачо, да. 300 Это тысяч. настоящий Версаче. Нет китайской, конечно настоящий, потрогай. А чё, как я потрогаю, пойму, что Ну, это, да. бля? По кнопочкам, смотри, по кнопочкам можно понять. Потому что ты не по кнопочке. Человек тот, вот всегда, очень много людей есть разные. Есть средние, вот, а есть богатые. Человек тот, какой внизу, он никогда не поймет, потому что он никогда не покупает Да, я дорогое. внизу, я никогда не покупала Версаче, и поэтому не могу отличить Да. Версаче оригинал Вот. от Это китайского. Гуччи. 300 тысяч куртка, доктор, 300 тысяч Это куртка. Гуччи, ну, Гуччи. вес костюм 300. Вот этот костюм. Ну, вот, да, это, да. Ну-ка, материал потрогаем-ка. Да, потрогай, Потрогаем. потрогай. Так, друзья, посмотрите, материал. Обычный материал. Какой обычный, посмотри, как сказал, обычно. Это Эвитон. Футболка. Луи 50 тысяч Эвитон, да. Ну, короче, все собрал. Охренеть, 50 Вот. тысяч Дальше, футболка, футболка. Кроссовки дешевые, 100 тысяч. Нифига себе, кроссовки Гуччи. дешевые, иногда баша Деш- доктор. Часы. Не буду говорить, сколько это Rolex. И так понятно, да, двушка. Это... Сколько, 2 миллиона? Да. Да Часы? куда? Ты что ты говоришь? А Мы не сколько? говорим, тихо. А, не говорим, ты ладно. что? Я не уеду с Иногда, блин, Вот. ограбит Но где-нибудь, Аллах Акбар. важно не сколько у человека и как он одевает. Вот я, например, никогда не хвастаюсь. Ну, я
Ну, сейчас я... Подожди, Азамат, а на чем вы зарабатываете, что вот так вот 50 Бог тысяч? дал. На чем? Очень много, правда, спрашивают. Как ты зарабатываешь? Ага. Важно, сам Нет, ну, у главное. вас какой-то Ты кого бизнес. снимаешь? Какой-то Вот. бизнес или что? Не, у меня организация, у меня это. Сам главное, не важно, кто как зарабатывает. Важно, надо жить так, как нам Бог дал. Может, у вас какой-то Тогда- интересный Тогда бизнес нужно может? учиться от мужа. Надо уйти от нас. За мной ухлёстывает доктор. Но сейчас я задумалась, потому что человек носит за 300 тысяч курток. Ты знаешь, сколько у него костюмов в машине? Вот Да? у нее Ага. куртка, смотрите. Сколько Дешевая. стоит? Потому что это не натуральная. Это мода. Не натуральные шубки носить. У нас в деревне Сколько она Шмидтова. у тебя стоит? Шмидтова это Да. бренд, между прочим. Все Шмидтова ходят в таких шубках. Глория джинс. Глория джинс, знаете такой бренд? Нет, совсем ни хрена. Я знаю, я одеваюсь, вот мою бренд только Versace, Gucci, Louis Vuitton, Dior. Вот, Ага. вот тем, А Лагерфельд? что я- А? А Лагерфельд? Нет, нет, я вот одеваюсь вот эти бренды, это Демека, все остальное, есть бренды Девочки, дорогие, слышали? Тут девочки все в шоке стоят. Касабланка, Смотрите, все рот пооткрывали. Касабланка. Азаматтың киіміне қарап иттері кетті. Только не грабьте меня! Мы сейчас его здесь грабанем в деревне Шмидтова. Разденем его. У нас же сняли дом, наши подписчики. У них закончилось топливо, насколько я примерно понимаю. В смысле, примерно понимаю, они уже позвонили и сказали, что... Ну, нет, где ну, они магазин? нет, они позвонили, сказали, что у меня есть там топливо, можно им воспользоваться. Я им сказал, можно. Но мы Вот. думаем, что им не хватит, Вот и не поэтому хватит, и решили съездить решили- в магазин. И решили съездить в магазин. Сделать сюрприз. Прикинь, мне то привезем топливо, а они уже не топливные. Зато гин топливный, блин. Не, нормальный вообще, нормальный топливный. Слышите, да? Как во фрейме тусят. Альберт привез им топливо. После нашего топлива, я не знаю, они, наверное, вообще будут орать. Блин, Альберт. Соседям они не мешают, интересно? Сейчас скажут, блин, приперлись. В тот раз мне же одна подписчица писала. Люди приезжают к вам отдыхать. Какого черта вы вообще там их приезжаете к ним? Как будто следите за ними. Ай, А мне камера. блин, топливо обкелдім дейін. Блин, олай. Давай. Пухылдат. Давай уже. Блин. Давай. Блин. Салам, Виктор. Топливо отпили. Салям! Нет, я себя только снимаю. Не, вас не снимаю, не бойтесь. Виктор, меня купаться! Все, напросились гости. Ищик-то салар бізге. Сфоткаемся. Да, сфоткай, Заня. А что, зайти сфоткаться нельзя? Можно. Можно съебать. Снимали не раз, а фрейм, и ваш дом самый прям вот Во. чистый, прям заходишь, Чистый. там вкусно пахнет, Ищи ты прям тут. вообще красиво. Во, Масло, видите? Честный отзыв. Рахат. Вот, ищите честный отзыв. Келеміз. Аларды түсіргенім бітәлі яланғас туыстар, поэтому я не буду снимать. Я что-то не поняла, вы что, нас проверить приехали, что ли? Не-не-не. А что, вы приехали Мы вообще... Тут же караоке-бар есть. И что? Мы приехали в караоке-бар. А что, вы приехали нас проверить? Нет, в смысле, там же позвонили, сами сказали, что топливо закончилось. Вот мы и привезли. Кунахтарга топливо келіп берейгали. Рахатлер ялы. А я она топливная. Она не надо было показывать. Мен топливо типкілі хүденім, а какое хүдемегенім вообще-то. Вот. Не проверить, нет, ни в коем случае. Вообще не проверяем гостей, никогда. Топливо ғана әпкеліп бердік, вот, все, қазір қайтып кетеді. Топливоны есіп бітіреді. Давай наливай ты уже. Ёпарасоты, қараған әлі, өзің әпкелген араққан әр есіп бітіреді, қайтып кетеді. Офигеть. Ояп түгіл ме? Демет көзден әскеп келем, вот она ты. А я думаю, что он говорит? Апарып кетейгін де араққа, апарып кетейгін де ты. Да, бля, өзінің ескеге келген анаң, бля. Апарып кетейгін. Так это истинные хозяева поступают. Да. У гостей закончилась водка. Да. Келіп еще есіп кетейгін өтері. Нық чисто, нық мотор, все. Реально очень чисто все. И пахнет Дом вкусно, вообще самое очень главное. чистый дом. Честное слово. Вот вообще санузел элегантный вообще. Изумительно. Да. Санузел у нас элегантный тип, еще біреуде әйткені бұланы достар. Это очень интересно. Санузел элегантный, снимайте, а наша фрейм. Посуда вообще чистая, в принципе, вообще. И много. Постель, да, посуда. И кастрюли не маленькие. Вот, а почему я заморачиваюсь на чистоте?
Вот надо заморачиваться на считайте, чтобы мы на кунактар довольные остались, понимаете? Она курдыгенме? Очень. Мы очень довольны. Самое интересное, что Я Чан, нормально сказал. Чан, там никакого что нету понимаете. лайлы, как это элитарности, да, это очень чистый, чистый Чан. Вот честный отзыв от наших клиентов. Неожиданно пришедшие хозяева. Лейся только меня, ты когда говоришь, вы всех так проверяете, вы всех так проверяете. Юзберте вораны. Ай, Алла. Ага. Хатынлар әйтә потом. Менә кемнең ирләре анда куллары дөрес урыннан үсә. Ну да, да. Эми хатынларга әйтәм шунда. Әйтәм кемнең хатыннары нык молодец. Посуда гөлчиста. Они так обрадовались. Оказывается, там мои земляки тоже были. Больше всех Альберт обрадовался. Алардың арақыларын өсіп өтті. Не, Удеп келген көстеңіз арақын Ты өсіп что, я на себе же взял, Мируша. Вот. Еще Это- давай наливайте утро. Ага, ну вот охота была с ребятами выпить. Вот. И Еще всё. баяғы кеші Жандреп, я не пью тяжелые спиртные напитки деген было. Ну, тут приехал, они такие приятные ребята, вообще классные. Охота была. Все знаете, что я любитель пива. Это не скрыть ни от кого. Вот. Я иногда пытаюсь скрыть, но оказывается невозможно это скрыть. Но я всегда любитель, ну, очень много рыбы кушаю с пивом. И очень люблю вот этот читос. Я не знаю, почему эти кукурузные вот эти палочки, но они соленые. Кукурузы палочки. Кукурузные или то кукурузные? А, ну а что ты думал, читос? Что это, не бля? Они кукурузные? И вот люблю прямо и все. Вот не могу и все. Когда в магазине вижу, когда читос есть, я всегда его беру.